Здравствуйте, дорогие друзья. Очередная рабочая неделя вступает в свои права, уже, в общем-то, вступила, поэтому я с удовольствием объявляю о начале очередного выпуска «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И сообщаю, что сегодня понедельник, 16 декабря 2024 года. Уфимское время уже 10 часов почти 1 минута, и таким образом, сверив часы, сверив даты, мы сможем с вами начать очередную нашу встречу после небольшого перерыва на выходные. А это значит, что не только я должен в ближайшее время что-то говорить и о чем-то рассказывать, но и вы по возможности присоединяетесь к этому диалогу с помощью чата YouTube-трансляции. Кстати говоря, это можно и нужно делать в том числе и тем из вас, кто смотрит нас и слушает с помощью, например, телеграм-канала. Благо, такие есть. Статистика показывает, что все больше и больше зрителей смотрят наши эфиры именно с помощью телеграм-канала, где эти эфиры оказываются пусть и не в прямом формате, но после в виде записи выкладываются. Делитесь между собой, привлекайте друзей, знакомых, близких. Здесь стараются говорить правду, не всегда приятную, не всегда однозначную и простую, как того хотелось бы порой многим из нас, к сожалению. Ведь простые объяснения сложных вещей – это довольно привлекательная вещь. Несмотря на это, здесь все-таки мы с разных сторон на вопросы смотрим и стремимся, по крайней мере, к пониманию сложных процессов. И вот прежде чем перейти к новостям, я буквально поделюсь эмоцией, что ли. Ночью вот мне прислали файлик, ссылку на социальную сеть ВКонтакте, где известный в определенных кругах блогер, публицист, наверное, можно сказать, по имени Рашид Елалов, упоминает вашего покорного слугу, а также наше издание, разумеется, в негативном ключе. Что тут скажешь? Если совсем коротко, нужно поблагодарить за рекламу, за то, что какая-то публика, которая, возможно, о нас ничего не знает или, может быть, внимания не обращала, теперь узнает и внимание обратит. Вот. Ну а если по существу, то, конечно, удивляешься иной раз, одновременно и печалишься, конечно, тому, как люди не бесталанные, надо сказать, особенно с точки зрения умения написания текстов, так растрачивают собственный талант, переобуваясь буквально в прыжке или на лету. Я уже упоминал этого товарища, он раньше критиковал, например, меня, но не за то, что я являюсь врагом Родины и предателем ее, а за то, что я являюсь недостаточным либералом и недостаточно критикую руководство республики, руководство страны. Договариваюсь с ними о чем-то, встречаюсь, ручкаюсь. Это было во времена эхо. Вот. А теперь, видите ли, у человека, я не знаю, открылись новые истины, новые чакры, и вот он критикует за обратное, смешивая все буквально в одну кучу. Хотя с некоторыми тезисами его ролика я не могу не согласиться. Вначале он рассказывает о том, как часть жителей республики в поисках ответов на те самые сложные вопросы, к сожалению, порой скатываются, ударяются в конспирологию, в теорию заговора. И он приводит примеры, что люди начинают протестовать против химических трейлов, да, так называемых следов, которые возникают при пролете самолетов. А люди думают, что это, значит, химия, которой травят все живое вокруг. Эти же люди протестуют против установки вышек мобильной связи стандарта 5G, хотя 5G, кстати говоря, в России еще и не используется из-за того, что власть это делать запрещает. Но вот вы меня понимаете, да? То есть ищут ответы совершенно не там, где нужно искать. В этом смысле мы солидарны. Действительно, ответы нужно искать в, скажем так, цивилизованном поле. А все вот эти вот страшные теории заговора о том, что некое теневое правительство на самом деле кукловодит всеми процессами и целью ставят всех поработить, внедрить чипы в мозги и превратить в зомби, вот в этом смысле, да, не могу не согласиться и не могу не поаплодировать. Вот. В остальном, конечно, мягко говоря, вызывает вопросы определенные тезисы, и я бы поспорил, но давайте тратить на это много времени не будем, все-таки перейдем к нашей содержательной части.
Начнем мы с утреннего выпуска новостей на канале «Эхо Новости». МЧС накануне вечером приостановила эвакуацию экипажа танкера «Волга-нефть-239». Спасатели не могли работать из-за непогоды. В ведомстве заверили, что на борту судна, севшего на мель в Керченском проливе, есть все необходимое для жизнеобеспечения. Другой танкер «Волга-нефть-212» разломился пополам и ушел под воду. 12 человек спасли, а 1 погиб. Израиль нанес удары по сирийским военным объектам, сообщает Аль-Джазира. Целями стали склады в Тартусе и Латакии, а также аэродром в Дейр-эс-Зорге. Очевидцы публикуют последствия бомбардировок, огромные столбы дыма и пламени. Сахал активно бьет по военной инфраструктуре Сирии после падения режима Башара Асада. Израиль закрывает посольство в Дублине. МИД объяснил это решение антиизраильской политикой ирландского правительства. Ранее Ирландия выразила готовность присоединиться к иску в Международном суде о геноциде палестинцев в секторе Газа. Крупнейшая сербская нефтяная компания НИС окажется под санкциями США. Как рассказал президент республики Александр Вучич, это связано с тем, что в совокупности более половины акций НИС принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти». В Белграде полагают, что проблему можно решить, сократив участие российских компаний, но ожидают, что это приведет к проблемам в отношениях с Москвой. В Чебоксарах более 20 тысяч человек остались без тепла. В городе за день произошли сразу 3 коммунальных аварии. Местные власти отчитывались об успешном ремонте поврежденных труб, однако жители до сих пор пишут о том, что батареи остаются холодными. Сейчас в городе минус 4 градуса. На остров Майотта в Индийском океане обрушился сильнейший за последние 90 лет ураган. Местные жители и власти полагают, что счет жертвам может идти на тысячи, сообщает БФМ ТВ. Пока сказать точнее нельзя, более чем половина острова оказалась в недосягаемости экстренных служб. В Южной Корее задержали руководителя военной разведки и его предшественника на этом посту. Полиция подозревает, что они были замешаны в подготовке к введению в стране чрезвычайного положения, передает агентство Рёнхап. В частности, на это может указывать то, что 3 декабря войска прибыли к зданию парламента уже через 2 минуты после объявления ограничений. Это были новости на канале Эхо Новости. Подписывайтесь на этот телеграм-канал. Здесь вы найдете все самое оперативное и качественно проработанное с точки зрения факт-чекинга и проверки на достоверность. Не всегда в режиме молнии и супероперативности, но всегда в высоком качестве то, что всегда выделяло, скажем так, качество информации и у «Эхо Москвы» радиостанции, и теперь у медиапроекта «Эхо», где информационная служба выстроена по тем же самым лекалам, скажем, которые многие годы использовались на «Эхе Москвы». Уж я точно знаю, поскольку приходилось сталкиваться с дотошностью, знаете ли, и буквоедством буквально коллег в связи с подготовкой различных материалов для выпусков новостей в свое время на Эхе, а вот теперь на канале Эхо Новости. Вижу, наконец, и ваши комментарии в чате трансляции. Рад видеть постоянных зрителей, в том числе зрителя относительно нового, по крайней мере для меня. Вот Канат пишет, что поздравляет наших дорогих братьев-казахов с Днем Независимости. Полностью согласен и присоединяюсь к поздравлениям любимого Казахстана с этим праздником. Помнится, 2 года назад, когда пребывал в этой замечательной республике, и 13 декабря он должен был оттуда улететь, что и случилось, впрочем. Немножечко сожалел, что пару дней не могу дожить до Дня независимости, чтобы посмотреть, как этот праздник отмечается в этой замечательной стране. Хотя День Республики есть еще там. Он в конце октября, если я правильно помню, да, 30-е, что ли. И этот день тогда удалось посмотреть, полюбоваться салютом. Хотя, надо сказать, что каких-то пышных празднеств на тот момент я не увидел. Ну, впрочем, а зачем, да? Каждый раз праздновать очень пышно. Главное – осознание важности тех событий, что привели к независимости этой замечательной страны. Страны, которая выделяется на общем фоне, находясь буквально в центре Азии, находясь между
молотом и наковальней, простите, да, и умудряется при этом сохранять здравый какой-то смысл в своих поступках и действиях на международной арене. Пусть так оно будет и дальше. Пусть нынешнее руководство республики будет следовать своим же принципам, которые, в частности, Касым-Жомарт Токаев задекларировал, вступив в должность и переписав вновь Конституцию. Я напомню, он ограничил свою власть одним сроком, 7-летним. И вот будет интересно посмотреть и понять, согласится ли он сам с собой, когда этот срок будет заканчиваться. Ведь политики, не ограниченные какими-то сдержками и противовесами, к сожалению, склонны пересматривать даже собственные взгляды, хотя вначале они вполне искренне верят в то, что откажутся от власти, когда придет тому срок. Я почти уверен, что и Путин в 2004 году, когда заявлял, что он не будет переписывать под себя Конституцию и не более 2 сроков будет работать, скорее всего, говорил более или менее искренне. Вот. Токаев тоже в этом смысле, конечно, сейчас в этом вопросе, по-моему, искренен. Но вот что будет дальше, это вопрос. И поэтому мы всякий раз должны помнить, что дело не в человеке, не в личности, которая занимает ту или иную должность, а дело в институтах, которые должны быть выстроены таким образом, чтобы вне зависимости от личности и от внутренней трансформации любого человека, этот самый любой человек был вынужден исполнять законы, в том числе написанные им самим. Вот даже так. Ну ладно. Мы дальше будем с вами двигаться. А у нас есть свои новости, может быть, не столь занимательные и впечатляющие, но какие есть уж после минувших выходных. Значит, в Уфе больница выплатит матери участника СВО 300 тысяч рублей. Мы даже не заметили, каким образом и когда стало важным подчеркивать буквально в каждом событии принадлежность героев того или иного события к этой самой СВО. Причем даже не напрямую, а через мать, брата, свата, какого-то родственника. Журналисты теперь указывают, что ага, нарушены права там, дальнего родственника, участника СВО. И мы должны, видимо, сделать вывод, что раз так, значит, эти права должны быть восстановлены в первоочередном порядке. Ведь нельзя нарушать права участников СВО. Всех остальных можно, видимо, а участников СВО и их родственников, даже дальних, нельзя. Значит, согласно материалам дела, 69-летняя пациентка больницы РКБ имени Куватова поступила туда в октябре 2023 года с ишемической болезнью сердца. В ходе подготовки к операции истец, повернувшись на бок на операционном столе по просьбе медсестры, упала на пол. Женщина, то есть. В своем иске пострадавшая указывала, что встать после падения она сама не смогла, и на зов медсестры собрались люди, некоторые из которых якобы снимали произошедшее на телефон. Какой ужас! В суде истец заявила, что из-за падения она проходила в гипсе 2 месяца. Все это время она, по ее словам, не могла самостоятельно одеваться, поскольку ее супруг умер, а сын – участник СВО. Свои моральные страдания она оценила в 3 миллиона рублей. В результате прокуратура в суде просила удовлетворить иск этой женщины, но частично. Видимо, сумму изначально хотели все-таки сократить, что и произошло. В итоге 300 тысяч рублей женщина получит. И возникает простой риторический вопрос. Интересно, получила бы эта женщина выплату даже в 300 тысяч рублей, если бы ее сын не был участником СВО? Это вопрос, который остается без ответа в данном случае. Так, гляну на комментарии. Network нам сообщает, что в Ютубе на некоторых каналах в тестовом режиме ввели голосовые комментарии. Готовьтесь, что в вашем канале такие скоро появятся. Интересно будет посмотреть на это, пока сложно представить. То есть одно дело, когда вы можете записать голос, и я, например, ведущий, слышу. А слышат ли эти комментарии все присутствующие? В общем, посмотрим. Ладно, дальше идем по новостям. Значит, я должен сообщить, что по последней нашей статистике 3705 погибших в зоне специальной военной операции по открытым данным, которые собирают аспекты.
По-моему, только вчера вот у нас в воскресенье не выходила очередная сводка, а в субботу была, и в пятницу тоже была, и не одна. В общем, количество погибших как минимум не сокращается. В среднем на единицу времени оно как выросло вот где-то летом, несколько месяцев назад, так и находится на высоком уровне. Республика продолжает удерживать лидирующие позиции по этому печальному показателю. И здесь, возвращаясь к вышеупомянутому ролику Рашида Елалова, я, конечно же, воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что это вовсе не то, имеется в виду специальная военная операция, как ее в данном случае представляет Елалов и вообще государственная пропаганда в целом. Безусловно, это не неизбежный процесс, которого нельзя было обойти, потому что решаются какие-то глобальные геополитические вопросы, отвечающие на вопрос быть или не быть. Это вовсе не так. Это совершенно искусственная, высосанная из пальца затея, которую можно было легко избежать, если соблюдать международные обязательства, договоры и международно признанные границы соседних государств. Опять же, выражаясь мягко, по-моему, я в этом смысле свое отношение в очередной раз сформулировал и выразил. А мы дальше идем. Опять же, насколько важно, это уже отдельный вопрос, но не можем не сказать. В Уфу из Москвы, наоборот, из Уфы в Москву впервые отправился новый поезд с башкирским вагоном. Об этом пишет, например, издание УФА-1. Впрочем, об этом пишут все, включая государственную пропаганду. Разумеется, многие годы и десятилетия фирменный поезд Уфа-Москва существовал, курсировал, но, оказывается, в последнее время его не было. И вот его вновь запустили, правда, под новым номером он теперь ходит. Вот. И, соответственно, состав был презентован на Уфимском вокзале. Все симпатично, современно, ново. И вот что сказал начальник куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании Владислав Губанов. Уверен, что наши пассажиры по достоинству отметят комфорт и качество услуг в пути следования нового поезда. А тематический вагон в составе этого поезда позволит еще больше узнать о красотах Башкирии, рассказал он. И вот здесь фотографии купе, помещений этого вагона, где часть стен проиллюстрированы фотографиями каких-то природных и культурных достопримечательностей Башкортостана. Ну вот, например, источник Красный Ключ в Нуримановском районе, значит, горы уральские, тут Шихан, в частности, Таратау, я вижу. Вот, и тут пишут, что назначение нового поезда из Уфы в Москву позволит пассажирам совершать поездки с большим комфортом, поскольку до настоящего времени сообщения между этими городами обеспечивают только транзитные поезда. Вообще, на рекламу в некотором роде этот материал похож. Ну, что, как говорится, ладно, реклама так реклама. Все-таки люди пользуются, судя по всему, подобного рода услугами. Хотя всякий раз я лично раньше, когда ездил частенько в Москву, удивлялся, зачем нужен поезд, который идет больше суток, а за те же деньги, то авиаперелет, который длится 1,5 часа, час 50 в худшем случае. Вот Уфа находится на таком расстоянии от Москвы и в таком географическом положении, что авиасообщение является наиболее оптимальным. И это показывает не только мое мнение, скажем, да, но и статистика использования авиаперелетов между Уфой и Москвой. Я как-то сравнивал в свое время, рейсов было всегда как минимум не меньше, а то и больше даже, чем из Казани, например, откуда все-таки относительно комфортно можно было добраться и на поезде, и на автомобиле. А вот Уфа – это все-таки в этом смысле авиационный город. Ну, что ж, запускают, значит, деньги есть, значит, есть возможности, и, может быть, даже как-то это будет окупаться, не знаю. Что в Баймаке нового, спрашивает Хатабыч. Про Баймак новостей за минувшие выходные никаких не поступало.
ну, за исключением, например, вот этого ролика, уже третий раз упоминаемого мною Рашида Илалова, который называет события в Баймаке экстремистским бунтом, ни много ни мало. Представляете? Вот. И здесь я еще как-то могу понять, ну не в том смысле, что одобрить, но понять, это действительно соответствует пропагандистским нарративам республиканских властей. Примерно так это называет и Хабиров, и там, я не знаю, БСТ, и другие телеграм-каналы. Но он до кучи бунтом называет события на Куштау. Вы определитесь, ребята, все-таки, что есть бунт, а что есть народное возмущение, которое справедливо отстояло Шихан Куштау и башкирскую содовую компанию. По-моему, республиканские власти выбрали стиль и направление в отношении противостояния на Куштау совсем другой. То есть они признали право людей на восстание в этом смысле, ну окей, не восстание, на сопротивление, и поблагодарили даже жителей республики за то, что они в ответственный момент сплотились, проявили гражданское мужество и сознание. Разве не такие примерно термины использовал Хабиров много раз по поводу событий на Куштау? Или я чего-то не знаю, и Елалов в итоге владеет каким-то внутренним инсайдом, который позволяет ему события на Куштау приравнивать к событиям в Баймаке. Уж не планируют ли власти пересмотреть результаты защиты Шихана Куштау в августе 2020 года? Не знаю. Нет, опять же, четких каких-то свидетельств тому, но если верить вот этим вот нарративам Елалова, то почему бы и нет? А если оценивать его деятельность в последние месяцы, то, судя по всему, он занимается этой деятельностью не один, а с теми, скажем так, кто курирует информационную среду в республике. Даже по качеству видеоролика, по звуку, по видеомонтажу можно судить, что к этому прилагают руки специалисты с телеканала БСТ. Ну, очень узнаваемый стиль картинки, звука и вообще светомузыкального, скажем так, оформления. Вот. Опять же, я сам себя немножечко остановлю в этом смысле и пресеку, что ли, попытки искать везде какие-то двойные смыслы и подспудные какие-то двойные дополнительные нарративы. Это неправильно, нужно все-таки оценивать не домыслы, а то, что реально сказано или сделано. Сам же я, видите, периодически предостерегаю вас от того, чтобы верить во всякого рода конспирологию и теории, ничем не подтвержденные. Вот, поэтому все-таки не буду далеко заходить, скажем так, вот в этих выводах по поводу того, что историю с Куштау хотят пересмотреть. Не буду заходить, но, опять же, риски, мы должны помнить, они остаются. Тем более, что сырьевая проблема, которую они обещали публично решить через несколько месяцев после августа 2020 года, она ведь на сегодня никак не решена. По крайней мере, обществу не было объявлено о том, что все, мы на многие десятилетия вперед определились с источником известняка. Нет, они продолжают рыть Шахтау, подводную его часть, подземную его часть, и при этом нет никаких заявлений о том, что все в будущем будет нормально. Нет. Так, Галина Гурентьева нам сообщает, что в Баймаке новый глава района знакомится с жителями. Ну вот, там даже новый глава. Настолько на эти события такого рода, скажем так, стали проходить незамеченными, что вот я даже и не в курсе, что там новый глава. Надо будет обратить внимание все-таки, действительно, если он знакомится с жителями, то как он это делает, проводит ли он какие-то встречи, отвечает ли он на вопросы или, может быть, сам упоминает события января этого года в Баймаке. Ведь наверняка людей все-таки волнует это, хотя бы некоторых из них. Вот, а совсем уж единицы, да, из тех, кого волнует, наверное, осмеливаются этот вопрос озвучивать публично для того, чтобы выяснить мнение нового руководителя. Тем временем уфимцы традиционно жалуются из-за снежных каш на дорогах. Вот если верить погоде, то сегодня в республике, в Уфе морозно, вряд ли есть снежные каши, в смысле мокрые, как здесь было указано по поводу прошлой недели, но снега все равно за последние 7-10 дней навалило много.
И, разумеется, коммунальщики с этим никак не справляются. Почему я говорю «разумеется»? Просто потому, что ничего иного ожидать, к сожалению, не приходится. Вот сколько раз за последние годы при руководстве региона уже Хабировым эту тему мы обсуждали, в том числе в эфирах на Эхе. Знаете, Алан Марзаев, ныне подследственный вице-премьер, ну теперь уже не вице-премьер, приходил к нам на Эхо Москвы говорить о том, как они будут эту проблему решать, будут покупать новую технику, в том числе малогабаритную, ту, которая будет способна убирать снег и наледь с тротуаров, не разрушая эти самые тротуары. Вот этим разговором 3 года. Случилось ли что-то? Изменилось ли что-то реально? Если смотреть на новости текущие и результаты и последствия снегопадов, ничего в лучшую сторону не поменялось. Снег в Уфе неожиданно выпал, да? Я за вас вашу работу делать не буду. Выходите на улицу и контролируйте ситуацию, а не в кабинете сидите. Возмущаются в среднем с помощью вот таких вот сообщений уфимцы в социальных сетях. Объясните, пожалуйста, почему дороги в городе вообще не чистят? Со вчерашнего дня каши на дорогах, аварии. Опасно не то, что на машине ехать, а пешком идти, потому что машина в тебя может влететь из-за каши. Уфа, весь проспект Октября, трамвайное, Уфимское шоссе, написала пользовательница Светлана. Мэрия на это дело отреагировала своим комментарием. В среднем в день придомовые территории и проезды к ним убирают около 90 единиц техники и 400 дворников. Это всего-навсего. Я помню, что 3000 дворников требуется в Уфе в режиме постоянного, скажем так, реального времени, чтобы город поддерживать в порядке. Цифры называются мною в данном случае не с потолка, их озвучивали высокопоставленные чиновники, по-моему, тогдашний глава администрации Игорь Килалов. А фактически 400. Ну вот разница, да? Плюс примерно столько же сотрудников управляющих и обслуживающих организаций есть на этих работах, пишет мэрия. При сильных снегопадах в течение дня на уборку дополнительно привлекаются еще 10 единиц техники. На улицах и дорогах сегодня задействованы 281 сотрудник и 226 единиц техники. Все. Все, что сказала мэрия. То есть они озвучили количество, тем самым дали понять, что количество сильно меньше от необходимого, но что с этим делать будут дальше и будут ли вообще, в сообщении не говорится. По крайней мере, издание УФА-1 об этом не упоминает. Вряд ли коллеги что-то вырезали из комментария мэрии. Это было бы совершенно глупо. Так, обращу внимание на ваши вопросы. Хаттабыч писал в продолжение. Дайте в эфир, пожалуйста, адреса политзеков для поздравления с Новым годом. Ну, знаете, в эфире озвучивать, что ли? Ну, в общем, вопрос хороший. Я сам иногда некоторым из политзеков пишу. Я для этого использую сервисы Зона Телеком, если человек находится в СИЗО, либо в Сен-письмо, если человек находится в колонии. Так вот, чтобы писать письма с помощью этих сервисов, адреса колоний не нужны. Нужны названия колоний и даты рождения конкретных людей. Условно говоря, там Комлева Ольга Юрьевна, 1979 год, СИЗО номер 1 Уфы. Вот все, что нужно знать для того, чтобы отправить письмо. Вот. И найти эту информацию при желании можно легко в поисковике. У нас в телеграм-канале «Аспектов», если поискать через лупу, то тоже найдутся адреса некоторых из них. В общем, если есть желание, мне кажется, несложно определить эти адреса. Если я их буду тут вслух озвучивать, ну, не знаю, запомнят люди, будет ли толк. Вот текстом написать, опять же, в телеграм-канале. Окей, это я понял, попрошу коллегу этим заняться. Вот. А вообще вы правы, что напоминаете о том, что нужно поддерживать политзаключенных, наших замечательных земляков. Для этого ничего, как говорится, сложного преодолевать не нужно. Есть, еще раз подчеркиваю, система Сен-письмо. Там 100 рублей, условно говоря, уйдет на одно письмо. Если вы обратный бланк еще и прикрепите, это еще плюс 30 рублей.
То есть заранее оплачиваете бланк обратного ответа для политзаключенного, чтобы человек мог вам лично ответить. И в течение суток, максимум 2-3, вы получаете ответ на электронную почту в виде отсканированного письма вашего собеседника. В этом смысле все работает и работает оперативно, к счастью. Афарин Айрату Дильмухаметову, Рамиле Саитовой, Ольге Комлевой, продолжает Хаттабыч. Полностью согласен. Кстати, ну как же, самое главное, чуть было не упустил. Вот вы очень хорошо сейчас напомнили. Дело в том, что в минувшую пятницу, как я и обещал, но я, правда, не говорил про пятницу, я говорил, что рано или поздно это произойдет, будет опубликован большой текст с словами, скажем так, с мыслями Айрата Дильмухаметова. Это не что иное, а именно выдержки из его Айрата будущей книги, которая называется «Русская идея или точки над «ё». Пост соответствующего содержания в телеграм-канале «Аспектов» опубликован в минувшую пятницу, 13 декабря, в 14 часов 51 минуту по уфимскому времени. Значит, здесь, в этих фрагментах, которые опубликованы, в этих 2 главах, Айрат Дильмухаметов рассуждает на тему вариантов будущего устройства страны в целом и Республики Башкортостан в частности. Важно отметить, он здесь мыслит категориями относительно компромиссными, так скажем. То есть он не транслирует одну из наиболее радикальных идей, ну, например, такую, какую транслирует Руслан Габасов, признанный иностранным агентом. Вот. Руслан, я напомню, все свои позиции четко излагает и у себя на канале, и у нас недавно, буквально неделю назад, было опубликовано интервью с ним, которое я брал. В общем, с этим все понятно, вопросов никаких нет. У Айрата Дильмухаметова нет, разумеется, возможности дать интервью в видеоформате. Он отбывает 9-летний срок по политическим статьям, но продолжает заниматься публицистикой, поиском ответов на сложные вопросы. И он в своих текстах допускает, скажем так, формирование нормального демократического федеративного государства. Так, в подробностях я сейчас тезисы повторять не буду, тем более, что повторить на памяти уж точно не смогу, так как это у него формулируется четко, понятно, грамотно, и еще иногда, знаете ли, приправляется какими-то острыми эпитетами и словами. Вот, но вас на это дело сподвигну. Прочитайте, пожалуйста. Мне кажется, это очень важный момент для публичного общественного обсуждения, ну, по крайней мере, той части общества, которая считает себя истинными патриотами родной республики и готова к тому, чтобы называть вещи своими именами. Вот, еще раз, пост в телеграм-канале у нас есть. Вот. Здесь будет ссылка, которая ведет на страницу во ВКонтакте, где, в свою очередь, уже полная версия текста Айрата Дильмухаметова. Также это все опубликовано в медиапроекте «Эхо» на сайте echo.fm.online, а также в телеграм-канале «Эхо FM». В общем, и тоже это все дело можно будет найти и, соответственно, прочитать. Что сделать, настоятельно рекомендую. Это не для красного словца, а действительно каждый из наших зрителей должен прочитать вот эти 2 главы. Это не так много, но это очень важно, чтобы нам понимать друг друга, как говорится, с полуслова, потому что я так или иначе буду периодически возвращаться к позиции Айрата Дильмухаметова, к его тексту, конкретно этому и, может быть, к другим каким-то. Обратите внимание, не пропустите. Так. Тут нам Network напоминает, что договор Украина-Россия на поставку газа заканчивается 31 декабря. Ну, вообще, конечно, удивительно, что эти все договоры и на поставку газа, и на транзит нефти, какие-нибудь там Венгрии и Словакии, несмотря на все происходящее, продолжали и продолжают работать и исполняться даже. Удивительно это все.
Ну а мы дальше идем. Медиакорсеть сообщает, что бродяги не дают уфимцам, опять уфимцы в беде, не дают уфимцам попасть к загадочной достопримечательности. Ой, ребята, зачем так, опять же, пытаться натянуть сову на глобус и привлечь внимание непонятными формулировками? На самом деле речь о новой тропе, которая ведет к уфимской водокачке, так называемой, некогда заброшенной дореволюционной постройки. Долгие годы она оставалась бесхозной, а в 90-е годы вокруг нее ходили страшные легенды, ни много ни мало. Недавно башню эту самую решили как-то взять на вооружение люди в нашей уфимской администрации во главе с Ратмиром Мавлеевым. Территорию вокруг облагородили, и вот лестницу построили сверху вниз. И теперь некоторые уфимцы, те, кто постарше, вспоминают, что, оказывается, раньше скажем так, верхней кромки этой самой горы была уже лестница к набережной Белой. Правда, она была деревянной и была немножко в другом месте. И вот вновь она появляется уже в металлическом исполнении в районе водонапорной башни. Друзья, если кто-то там поблизости живет или бывают, сходите, посмотрите, поделитесь своими впечатлениями. Будет любопытно узнать, что вы об этом думаете. Вообще, наверное, правильно, что лестница существует. Никак не могу забыть эпизод в молодости, в юности, я бы даже сказал, когда вдруг нам, молодым ребятам, жарким летним приспичило спуститься от памятника Салавату Юлаеву к набережной. Это было очень сложно сделать, мы справились, но настолько крутой склон и отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры привели к страданиям и мучениям. Но мы справились. Но опять же, были молоды, горячи, как говорится. Вот. И лестница, наверное, в этом смысле была бы очень кстати. Вот. Но тогда ее не было. Вот. Дальше идем. Телеканал ЮТВ, опять же, по уфимской повестке нас двигает и сообщает, что для достройки так называемых южных ворот, этого масштабного инфраструктурного проекта, в Уфе нужно снести дома. Но не все собственники согласны с ценой, которая предложена им. Реконструкция улицы Пугачева началась 2 года назад, но по сей день ее готовность составляет только 65%. Хотя власти обещали в 2024 году закончить. И этому, помимо прочих, есть еще одно объяснение. Значит, люди не готовы продавать свои объекты. По словам заместителя начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Евгения Кулешова, есть, значит, всего нужда снести 144 объекта. Часть из них уже были снесены. Это более 440 собственников. Представляете, с каким объемом столкнулись администрация и какой объем работы провели юристы, жалуется он. Половина из этих собственников согласились на выплату компенсаций. В досудебном порядке мы заключили с ними соглашение, и вопросов не было. Но кто-то с предложенной компенсацией не согласился. Дело дошло до суда. Ситуацию прокомментировал даже Хабиров на своей прямой линии. Это их право, значит, но для этого есть... Я говорю, в суд уходим, сказал Хабиров, говоря про этих самых людей, кто не готов получать деньги, предложенные мэрией. В общем, суды идут, и тут речь идет про автосервис, в частности, который все это дело перекрывает. В общем, когда история закончится, пока до конца не ясно, но мэрия обещает этот узел разрубить, так или иначе. Так. Network пишет, кто бы что ни говорил, но Мавлеев пытается в плане стрит-арт как-то продвигать Уфу. Конечно, он все равно с огромными минусами, однако это небольшой плюс, и я отмечу это. Вот тут такое дело, знаете, вот я-то всякий раз его критикую за то, что он занят исключительно скамеечками и парками, но я это делаю с точки зрения того, что есть более серьезные проблемы, которые стоило бы решать. И проблемы, которые требуют именно такого системного решения на многие годы вперед. Но
понимая, видимо, временность своего положения и, возможно, понимая, что бюджеты нужно осваивать здесь и сейчас, это лишь оценочное суждение, но я предполагаю, он предпочитает заниматься благоустройством, то есть наведением марафета. Не то, чтобы благоустройство – это плохо, и его не надо проводить. Нет, его надо проводить, безусловно. Но все-таки это напоминает потемкинские деревни, если хотите. То есть, условно говоря, основа, фундамент может быть гнилым, протекающим, я не знаю, там, разваливающимся, а сверху вы это все прихорашиваете какими-то красивыми заборчиками, скамеечками, панно, фонарями светодиодными и делаете вид, что все хорошо. Но это же не совсем так. Плюс объекты благоустройства сами по себе тоже, как говорится, не являются самоокупаемыми, что ли, объектами. Они требуют вложений на постоянной основе. То есть построили скамейку, готовьтесь за нее платить в течение всего года за счет зарплаты обслуживающего персонала. Поставили фонарь, готовьтесь платить за смену лампочек и за электроэнергию, которую этот фонарь будет употреблять. То есть отсутствие долгосрочного планирования и такого хозяйского подхода я в этом смысле отмечаю. Еще раз, признавая при том, что в принципе приведение улиц и дворов и парков в порядок – это хорошо, но когда все сосредотачивается только на этом вопросе, и все деньги идут только на это, возникают вопросы. А что же будет дальше с основными, скажем так, средствами и объектами, с дорогами, с коммуникациями, которые под этими дорогами проходят? Вот. Ну вот, вижу, что в этом смысле вы согласны. Как и во многих вещах, эта проблема и способ ее решения Мавлиевым имеет разные грани. То есть нельзя однозначно сказать, что все плохо или все замечательно. Ну вот надо просто стараться посмотреть поглубже на это все. В минувшие выходные в республике фиксировали массовый сбой в работе интернета и телевидения, кстати говоря. Но это касалось клиентов не всех провайдеров, а конкретно государственной компании Ростелеком, которую в республике мы знаем как Башинформсвязь. Ну, когда-то так называлась, да, эта компания в республике. Значит, и в Уфе это было, и в республике, и никто не отвечал из технической поддержки. И люди, мягко говоря, на какое-то время остались вообще без связи. Что это было? По крайней мере, у меня ответа нет. Было ли это частью каких-то глобальных или, может быть, республиканских учений по отключению республиканского сегмента или российского сегмента интернета от мирового? Все может быть. Вот эти вещи в последнее время так или иначе наблюдаются профессионалами отрасли. И мы чаще слышим, что переход к независимому, так сказать, от мировой паутины Рунету – это вопрос, который вполне себе может быть решен в обозримом будущем. К сожалению, это так. Если что-то не изменится, мы в конце концов можем оказаться вне доступа друг от друга, дорогие друзья. И мы должны все-таки это дело признать, что ли, как часть объективной реальности. Так называемый Чебурнет, называют его люди, посвященные в тему, может стать реальностью. Ну, примерно так, как в Северной Корее. Тем более, что опыт показывает, как россияне проглатывают одну наживку за другой. Да? Даже не наживку в данном случае, а, мягко говоря, ограничение своих прав. Я помню, прогнозировали, YouTube никогда не замедлят, там, не отключат, да потому что все там мамаши, домохозяйки им пользуются. Если его, значит, будут отключать, люди начнут возмущаться. Мы видим, как люди возмущаются. Не возмущаются, безусловно, да. То есть, в принципе, постепенно, когда происходит затягивание солнечного света, скажем так, не за одну секунду, а поэтапно, россияне, как и, наверное, многие другие люди, склонны привыкать к плохому и соглашаться с плохим.
Поэтому если интернет будет рано или поздно полностью ликвидирован в стране, мне кажется, это тоже уже ни к чему протестному не приведет. И власть это постепенно понимает. Хотя, может быть, еще пару лет назад власть считала, что это невозможно, в принципе, да. А вот теперь жизнь показывает, все возможно, и люди согласны. Что тут скажешь? Опять же, в подавляющем своем большинстве. Понятно, что наша аудитория – это те, кто, наверное, не согласен, но сколько нас? На что мы можем повлиять с вами? Это вопрос, опять же, без ответа. Без ЧП не обходится практически ни одного дня. Мы обычно с вами ЧП тут не особо обсуждаем. Вот на пожар, при котором погибли 2 ребенка, не мог не обратить внимания. Около 2 часов ночи, получается, в ночь на субботу, в дежурную часть полиции поступило сообщение о пожаре в деревянном доме по улице Южной в райцентре Аскарова Абзелиловского района. Там жила многодетная семья. После ликвидации пожара на площади 45 квадратных метров в чулане обнаружены тела 10-летней девочки и ее 9-летнего брата. Какой-то ужас, да? Родители детей и еще один ребенок 21 года рождения выбрались через окно. Взрослые с травмами доставлены в больницу, и ребенок 21 года не пострадал. Ужасная трагедия. Будьте осторожны, что тут скажешь. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Тут вот добавить нечего, это просто какой-то ужас. Тем временем позаботьте о детях, не забывают декларировать наши с вами депутаты, Госсобрание в частности. И вот с осени следующего года в республике планируют таки запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующие изменения предложено внести в республиканский закон об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Также планируется запретить продажу энергетиков в зданиях и сооружениях медицинских учреждений, объектов образования, физкультуры, спорта, детского отдыха и оздоровления. Инициатором в данном случае выступили все-таки не депутаты, а Министерство торговли республики. Законопроект разработан для приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. То есть Госдума это дело утвердила на общестрановом уровне. И вот пришло время нашим депутатам также этой дорогой пойти. Ну, что тут скажешь? Окей, наверное, не зря. Ладно. Как вы видите, ведь у нас сегодня очень много сюжетов и новостей, не важных, несущественных, но вот опять-таки какие есть. Даже в Башинформе ничего, кроме программы новогодних мероприятий в Уфе на ближайшие предпраздничные недели, найти не удалось. В этой связи скажу, что Мавлиев 15 декабря опубликовал в своих соцсетях полный перечень предстоящих праздничных событий. Тут и квесты, и представления, и спектакли, и мастер-классы, соревнования, а также чемпионаты. Сохраняйте себе, проводите праздник интересно и с пользой, написал при этом Мавлиев в своих социальных сетях. И здесь, соответственно, в Башинформе это дело приводится. И вот уже сегодня, 16 декабря, тут целый ряд каких-то событий. Вот в 10 утра что-то проходит, в 12, 14, 18. В общем, довольно много чего может заинтересовать вас и ваших детей, если вдруг есть на то желание, настроение, средства, в конце концов, да, потому что зачастую посещение спектаклей, например, все-таки требует покупки билетов. Ну а дальше, если говорить, то мы будем заканчивать, не дальше уже, наверное, а в завершении. Я поблагодарю вас за участие в нашей сегодняшней встрече. Я еще раз напомню, что на сайте echo.fm.online, а также в телеграм-канале «Аспекты Башкортостана» опубликованы выдержки из книги Айрата Дильмухаметова «Русская идея и точки над «ё». Пожалуйста, обратите на это внимание. Настоятельно рекомендую и считаю очень важным, чтобы вы это прочитали. Айрат Дильмухаметов говорит о том, каким он видит будущее. И здесь уместна дискуссия.
Это, опять же, мягко, если это дело выражать и каким-то образом призывать к тому, чтобы все-таки вы заинтересовались. Вот, а остальное все в режиме реального времени. Анонсы, как говорится, появляются в канале, поэтому следите за ними, эфиры не пропускайте, читайте текущие новости. Всем спасибо. Про поддержку аспектов на всякий случай напомню, это тоже можно и нужно делать с помощью сервиса Boosty Donation Alerts. Помогайте, это на сегодняшний день безопасно и законно. Ну, особенно если вы живете за рубежом, а такие зрители у нас есть. Всем жму руку и до новых встреч. Пока.